Начнем нашу работу. Еще раз добрый вечер всем. Сегодня у нас 4-е заседание семинара учителей математики. Мы продолжаем нашу работу на регулярной основе и встречаемся по четвергам 1 раз в 2 недели. Я начал рассказывать и на протяжении уже, получается, 4-го семинара рассказываю решение задач достаточно стандартных. Они связаны с квадратичной функцией и рассматриваются всякого рода задачи, в которых присутствуют параметры, и требуется в зависимости от условий найти значение параметров, при которых расположение корней имеет определенный вид. Либо корни размещаются по разные стороны от каких-то чисел фиксированных, либо по одну сторону от этих чисел. Ну а тем самым мы с вами можем решать серию задач, которые будут связаны с 3 основными приемами, которые я выделил. Первый прием – это метод Виета, второй прием – это метод графический, и третий способ – это способ, связанный с определенной формой записи уравнения. Я его назвал методом Горба. Он, возможно, в литературе так и называется, методической. Если вы встречали похожего рода работу, наверное, видели. Давайте я переключу сейчас свой экран на рабочий стол и продолжу то, чем я занимался, точнее расскажу, чем сегодня будем заниматься. Фронтальную камеру я, наверное, свою отключу, чтобы она меньше отвлекала и вас. Ну и тем самым вы можете просто рабочую зону, то есть то, что я сейчас буду демонстрировать, вывести на весь экран. Буквально мне нужна минутка. Сейчас я настрою вторую камеру свою, и мы начнем нашу работу. Так, вот сейчас вы должны видеть мой рабочий стол. Я его сейчас определенным образом подсвечу. Ну, а свою камеру фронтальную я закрою, чтобы она не мешалась. Так что вы просто выведите рабочую зону, где я буду сейчас писать на весь экран, так, чтобы вам было удобно. Значит, как мы с вами и договорились, вы пишете в чате вопросы, если у вас какие-то будут возникать вопросы. Останавливайте меня, если я там где-то буду ошибаться и что-то буду писать непонятное. Ну и все, все наше общение, оно проходит в параллельном чате. Чат у нас общий, вы можете в любое время туда писать. Я постараюсь следить за той информацией, которая в чате будет появляться. Но я сразу хочу сделать объявление, что я на самом деле закрываю модуль, который был объявлен, модуль решения задач с параметрами для квадратичной функции, и мы на несколько заседаний поменяем тему. Это, по всей видимости, будут заседания все ноябрьские, то есть ноябрьские, да, декабрьские и, может быть, даже в январе. Значит, в дальнейшем речь пойдет о функциональной грамотности, и мы, наверное, заденем 2 направления функциональной грамотности. Это математическая, естественно, грамотность, поскольку мы связаны с этим предметом. Ну и частично, наверное, будем на семинаре также рассматривать вопросы, связанные с креативным мышлением. Я напомню, что в апреле месяце нам предстоит выдержать достаточно большой экзамен. Связан он с международными исследованиями ПИЗа. И мы с вами, по крайней мере, должны быть готовы и, может быть, попробовать подготовить и наших детей, школьников наших, к тому, чтобы вот этот экзамен выдержать успешно. Ну и вот следующая серия семинаров, которую мы хотим, используя вот нашу площадку, поработать над этой тематикой, это как раз будут вопросы, посвященные функциональной грамотности. Коллеги, я еще раз обращаюсь к вам с просьбой, если у вас есть какой-то материал интересный, содержательный, который вы хотите опубликовать, имеется в виду поучаствовать вот так вот публично и рассказать, с теми же вопросами, которые посвящены математической грамотности или креативному мышлению,
пожалуйста, вы мне пишите на мой почтовый адрес, и мы обязательно посмотрим ваше предложение, дадим вам микрофон, дадим вам возможность выступить. Ну и я считаю, что это будет хорошая практика, хороший опыт, тем более, что статус нашего семинара, он республиканским является, он закреплен документами формальными, и всякого рода, если требуются формальные отчеты, связанные там, может быть, с аттестацией вашей, или, может быть, с какими-то мероприятиями по оценке вашей деятельности, мы всегда готовы соответствующую помощь вам оказать, если вы принимаете участие вот в наших мероприятиях вот в этой активной форме. Ну, итак, поскольку сегодня последнее заседание, то я размышлял, что же мне на этом заседании показать. То есть я там какие-то материалы в прошлый раз очень подробно рассказывал. Я напомню, что мы с вами решали вот такого типа задачи. У нас была задана некая квадратичная функция а в квадрате плюс ax в квадрате плюс bx плюс c равно нулю, и мы рассматривали нули этой квадратичной функции, то есть, грубо говоря, мы исследовали квадратное уравнение. Коэффициенты а большое, b большое и c большое содержали, как правило, некие параметры, то есть они являлись некоторыми функциями, зависящими от какого-то вспомогательного параметра. Ну, как правило, вот всех в примерах, которые я рассматривал на практике, это был один параметр. А дальше мы рассматривали разного рода задачи. Рассматривали случаи, когда корни размещаются по разные стороны от некоторого фиксированного числа. Это первый вариант. Второй вариант, когда корни размещаются по одну сторону, ну, скажем, либо по правую от точки Т, вот как я написал, либо корни размещаются по левую сторону от точки Т. И в зависимости от этого у нас с вами получались различные как бы вот теории, и мы делали вывод в виде таких специальных таблиц, они в презентации присутствуют, и презентация, которая вот к этому материалу у нас с вами имеется, вы ее можете увидеть. Я, наверное, ее не буду отдельно рассылать по электронной почте, но в хронику семинара, если вы на страничку семинара войдете, то вы увидите обязательно вот эту презентацию. Можете ее использовать. А дальше у нас с вами было три приема, которые мы протащили практически по всему курсу. Первый прием, я уже сказал, это метод Виета. Мы использовали классическую теорему Виета. Второй способ – это графический способ. И третий способ – это способ, который мы называли метод Горба. И вот эти три идеи, три способа мы протащили через практически все задачи, которые относились и к первому случаю, и ко второму, и третьему случаю. У меня была серия задач, которая была посвящена тому, что решать такую же задачу, ну, скажем, исследование провести для случая, когда корни находятся внутри какого-то отрезка. То есть задан некий отрезок АБ, при каких условиях корни находятся внутри вот этого отрезка x1, x2 лежат, скажем, внутри отрезка. Но эта задача, она ясно, что легко сводится вот к задачам из этой серии. То есть, скажем, нужно одновременно решить систему условий, когда оба корня находятся правее точки А, и оба корня находятся левее, чем точка Б. И я решил этим пока не заниматься, потому что, вроде как здесь нет ничего нового, мы те же самые идеи бы использовали. И, я думаю, что если вы освоили эти все приемы для этих трех случаев, то я думаю, что эту задачу тоже решить можно, и путь там оптимальный выбрать тоже можно в каждом из конкретных случаев. Я решил остановиться на задачах более сложных и, может быть, более красивых. У меня есть подборка задач, которые я когда-то давно в своей практике, когда занимался со школьниками, готовя их к олимпиадам и проводя факультативные занятия, я использовал эти материалы, я их поднял и решил вот в рамках нашего сегодняшнего заседания некоторые задачки из этой серии порешать.
Значит, первая задача будет выглядеть следующим образом. Вот у меня есть некое уравнение, я его сейчас запишу. 1/25 в степени х минус 20 плюс а умножить на 5 в степени минус х плюс 5 в квадрате умножить на а и минус 5 в третьей степени, это равно нулю. Есть вот такое уравнение, ну, оно, видите, является показательным, поскольку показательная функция присутствует. И спрашивается следующее. При каких значениях параметра это уравнение имеет единственное решение? То есть найти значение параметра а, при которых решение единственно. Найти значение параметра а, при которых решение является единственным. Ну и я вот во всех задачах, которые ниже сейчас будут предлагаться, буду использовать разные приемы вот из того арсенала, который нам известен. Значит, ну, как мы обычно решаем такого типа уравнения? Наверное, используем замену переменной. Я обычно всегда студентам своим, ну и школьникам, если со школьниками работаю, говорю, не зная, что делать, делай замену переменной. Это один из важнейших принципов при решении математических задач. Сделать замену переменной. Ну, естественная замена в данном случае напрашивается 1/5 в степени х. Давайте обозначим это новой буковкой t. И тогда наше уравнение естественным образом превратится в квадратное уравнение. t в квадрате минус 20 плюс а умножить на t плюс, ну давайте я здесь расшифрую вот эти степени, 25а минус 125. И это будет равно нулю. Итак, мы с вами получили уравнение, оно уже является квадратным. И для того, чтобы это уравнение единственное решение имело, значит, задача сводится к чему? Поскольку t это у нас с вами показательная функция, она принимает значение только положительное, то задача сводится к тому, чтобы ответить на вопрос, при каких значениях параметра t вот это квадратное уравнение или квадратичное уравнение будет иметь единственный положительный корень. То есть корень 1 должен быть, и он обязательно должен быть положительным. Ну, как можно решить задачу? Давайте несколько способов рассмотрим. Первый способ, способ 1. Первый способ решения этой задачи. Значит, прежде всего давайте подумаем, рассмотрим случай, когда у нас с вами квадратное уравнение имеет единственный корень, то есть посмотрим, когда у нас дискриминант равен нулю. Вот этот случай рассмотрим отдельно, случай под буковкой А. Ну, для этого надо в явном виде посчитать нам дискриминант, что у нас получается. 20 плюс А в квадрате минус 4 умножить на 25а минус 125. Так будет выглядеть значение для дискриминанта. Продолжаем вычисление, и в результате у нас с вами, если мы все аккуратно посчитаем, я забегаю вперед, просто запишу, как будет выглядеть дискриминант. Дискриминант будет выглядеть так. А в квадрате минус 60 умножить на а плюс 900. Ну и ясно, что здесь есть полный квадрат, и мы последнее выражение можем записать в виде квадрата а минус 30. А минус 30 в квадрате. То есть дискриминант является у нас полным квадратом от выражения а минус 30. Так что если у нас дискриминант равен нулю, то отсюда следует, то есть если дискриминант равен нулю, то мы сразу приходим к выводу, что у нас а должно быть равно 30. А должно быть равно 30. Ну, а тогда наше уравнение примет следующий вид. Мы сюда вместо а должны подставить 30. Тогда у нас получается уравнение примет следующий вид. t в квадрате минус 50t. Ну и тут, если мы посчитаем, раз полный квадрат у нас должен получиться,
то, наверное, будет 625. Если мы сюда все подставим вместо 50, будет 625. 625 равно нулю. Ну, отсюда мы получаем, что это выражение у нас будет тоже полным квадратом. Корень единственный, значит, ясно, что это полный квадрат должен быть равен нулю, но и t получается равен 25. Значит, какой вывод? У нас с вами при а равном 30 уравнение имеет единственное решение, квадратное уравнение, и корнем его является число положительное. Число положительное. Какой вывод? Значит, соответствующее уравнение показательное, поскольку корень единственный и положительный, будет тоже иметь единственное решение. Поэтому вот это значение а равно 30 мы должны обязательно включить в ответ. Я обычно здесь пишу а равно 30 в ответ, чтобы не забыть. Это у нас первый случай. Ну, давайте посмотрим второй случай, случай Б. В случае Б мы рассматриваем два корня, но один положительный, а второй отрицательный. Значит, предположим, что у нас с вами есть два корня. Вот у этого уравнения t1, и один корень обязательно является положительный, а второй корень обязательно является отрицательным. Но для этого мы с вами реализуем вот эти приемы, которые у нас с вами до сих пор были, когда мы рассматривали разные способы. И давайте, скажем, в этом случае я применю графический способ, он достаточно просто выглядит в этом случае. И что я делаю? Я рассматриваю квадратичную функцию, которая в нашем случае будет задаваться так: t в квадрате минус 20 плюс а на t плюс 25а минус 125. И пытаюсь графически понять, когда возможно вот такая ситуация, что корни разных знаков. Ну, мы с вами рассматриваем случай, когда корни есть, и у нас с вами, получается, картинка будет выглядеть либо вот так, если я параболу буду рисовать, парабола, ведь парабола направлена вверх, либо вот так картиночка выглядит, ну, либо вот так выглядит картиночка. И что мы с вами из этих парабол традиционно выделяли? Мы выделяли ту параболу, у которой корни по разные стороны находятся. Ясно, что это будет вот эта средняя парабола, я ее как-то выделю. Вот она. Средняя парабола нас интересует. То есть, когда у нас с вами одна точка пересечения с осью иксов слева находится, а вторая находится справа. Ну, для этой параболы, чем она отличается от всех других? У этой параболы значение в нуле положительно, у этой функции. У второй параболы тоже точка пересечения выше находится нуля, а вот у этой параболы значение ниже нуля находится. И стало быть, у нас условие, которое получается, значение функции в точке 0 должно быть отрицательным. Ну, если вы помните, то это условие у нас с вами было и необходимым, и достаточным для того, чтобы вот эта ситуация реализовывалась. Почему? Ну, потому что, смотрите, как мы легко рассуждаем и вспоминаем то, чем мы с вами занимались на предыдущих заседаниях. Если у нас ветви параболы направлены вверх, а в точке 0 значение отрицательно, то ветвям надо где-то подняться. Если они будут подниматься вверх, то они обязательно ось иксов пересекут. А поскольку ветви две, то будут две точки пересечения. Причем, если у нас с вами в этой точке значение отрицательно, то одна ветвь обязательно слева должна подняться, а вторая ветвь обязательно справа, по-другому не может быть. А это будет означать, что у нас корни t1 и t2, то есть точки пересечения с осями иксов, будут по разные стороны от точки 0 находиться. То есть вот это условие будет являться и необходимым, и достаточным. Это мы с вами подчеркивали многократно. А стало быть, у нас вот это условие сводится для нашего конкретного случая к чему? Вместо t мы подставляем 0, и у нас получается условие такого вида. 25 минус 125, 25 минус 125 должно быть меньше нуля. Ну, отсюда мы получаем, что значение для а должно быть меньше 5. А меньше 5.
И тогда у нас с вами как раз реализуется тот случай, что у нас один корень получается положительный, а следовательно значение у соответствующего показательного уравнения будет только одно решение, поскольку только один корень является положительным, а второй корень отрицательный, но соответствующее показательное уравнение для этого случая решения не будет иметь. Ну и, наконец, еще один надо случай рассмотреть, когда у нас с вами один корень нулю равен, а второй является положительным корнем, возможно. То есть третий случай, случай В. Предположим, что один из корней равен нулю, то есть t1 равен нулю. Тогда как будет выглядеть второй корень? Если второй корень будет положительный, то соответствующее значение для А нам тоже надо будет включить в ответ. Ну, давайте посмотрим. Если у нас t1 равное нулю является корнем, то у нас что получается? Получается, что значение функции в точке 0 должно быть равно нулю. Вот у этой функции значение должно быть равно нулю, раз это корень. Ну, а стало быть, у нас получается значение для А будет каким? 25А будет равно 125. И А будет равно 5. Но если А равно 5, то как будет выглядеть уравнение? Давайте посмотрим. Сюда вот мы подставляем. И уравнение будет иметь следующий вид. t в квадрате минус 20 и плюс 5 будет 25t. И это будет равно нулю. Какой вывод? Значит, у нас получается, что один корень равен нулю, а тогда второй корень обязательно будет равен 25. Второй корень t2 будет равен 25. И получается, что и в этом случае вот наше уравнение, вот это квадратное, будет иметь один положительный корень. Один положительный корень, ну а следовательно, все уравнение показательно, которое мы решаем, оно будет иметь тоже одно решение. То есть мы должны вот этот случай тоже включить в ответ. Я так и пишу, как и в предыдущих случаях. А равное 5 в ответ. Ну, здесь у нас решение было А меньше 5, здесь А 5 и здесь 30, так что общий ответ, который получается, он будет выглядеть так. Значит, значение параметра, при которых уравнение будет иметь единственное решение, должно иметь следующий вид. От минус бесконечности до 5, точка 5 включается, потому что А равное 5 нас устраивает. И нужно добавить еще одно значение 30, которое мы получили чуть выше. Значит, итак, ну вот решение задачи у нас получилось вот таким. Ну, на самом деле, мы тут, может быть, могли и в лоб эту задачу решить, но в силу того, что вот, видите, мы с самого начала с вами заметили, что у нас дискриминант у соответствующего квадратного уравнения является полным квадратом, а тогда мы в явном виде могли бы сразу корни посчитать. То есть тут можно отметить, что у нас есть на самом деле для этого случая и второй способ решения этой задачи. В чем этот второй способ состоит? Ну, в том, что у нас с вами получается, что здесь? Если мы будем вычислять корни вот у этого квадратного уравнения, то их можно записать в явном виде. t1, t2 будет равно, ну и выписать значение для корней. Что тут у нас получается? Минус b это будет 20 плюс а, плюс-минус корень квадратный извлекается из этого выражения. Но я должен модуль писать, но поскольку плюс-минус, то ясно, что здесь будет просто плюс-минус а минус 30. А минус 30. Разделить на 2а. Ну, 2а в нашем случае это у нас просто двоечка. Ну и корни, которые у нас с вами здесь будут получаться, они будут записываться следующим образом. Значит, значение для t1, для первого корня, ну, если мы берем со знаком плюс, то у нас здесь будет 2а и минус 10. 2а минус 10 поделить на двойку, получается а минус 5. А минус 5 это будет первый корень.
А второй корень t2, если мы будем вычислять, он получается для случая, когда здесь минус стоит перед этой скобочкой, и а минус а у нас исчезнет, в результате будет 20 плюс 30, это будет 50, 50 поделить на 2 будет 25. Оказывается, очень интересная ситуация в этом примере, что вот это квадратное уравнение, которое мы с вами исследовали, оно всегда имеет корень, один корень это 25. Ну, может быть, еще и второй корень, этот второй корень, он у нас с вами равен а минус 5. Ну, 25 корень положительный, так? Так что мы же с вами интересуемся тем случаем, когда вот это уравнение имеет только один корень, и он положительный. Так что второй корень а минус 5 должен быть либо отрицательным, либо значит, ну вот равным нулю, либо у нас дискриминант равен нулю, чтобы один корень был только 25. Итак, у нас реализуется первый случай, когда второй корень отрицательный, то есть а минус 5 меньше либо равно нуля. Тогда у нас с вами первый корень отрицательный, либо равен нулю, а второй корень 25. И тогда у нас получается, что вот это квадратное уравнение, которое мы исследуем, будет действительно иметь один корень положительный. Ну и второй случай, когда дискриминант равен нулю. Если дискриминант равен нулю, то у нас корень получается 1, и в этом случае этот корень 25. Посмотрите, при любых значениях параметра а, t равное 25 будет являться корнем. Так что если дискриминант равен нулю, то это тоже нас устраивает, потому что тогда один корень, и он будет равен 25. Ну, как мы видим, у нас результат получился точно такой же. Первое условие нам дает луч от минус бесконечности до 5, а второе условие дискриминант у нас равен нулю, если у нас а равно 30. Вот у нас выражение для дискриминанта здесь выписано. Ну, квадрат дискриминант, ну что дискриминант это квадрат вот этого выражения. Так что у нас ответ получился точно такой же. Значит, значения параметра а должны лежать либо на луче от минус бесконечности до 5, либо это точка 30. Либо точка 30, ну, как и в предыдущем случае. Точно так же у нас с вами будет выглядеть в этом случае картиночка. Дальше, ну, давайте посмотрим следующий пример. Пример 2, задача 2. Задача 2. Задача 2. Ну, близкая, похожая по содержанию, но, тем не менее, я хочу на ней тоже остановиться. Значит, требуется найти значение параметра b, при котором уравнение вида 49 в степени x плюс b умножить на 7 в степени x плюс 2b и плюс 5 равно нулю имеет единственное решение. Имеет единственное решение. Имеет единственное решение. Ну, схема наших рассуждений будет очень похожа. То есть 7 в степени x мы опять обозначаем буковкой t и приходим к квадратному уравнению. t в квадрате минус bt плюс 2b плюс 5, и это равно нулю. И нам нужно ответить на вопрос, когда вот это уравнение имеет единственный положительный корень. Только один корень положительный. Значит, какими должны быть значения параметра b, чтобы вот это уравнение, ну давайте я его обозначу звездочка, чтобы звездочка имела один положительный корень. Положительный корень. Ну, поскольку t у нас показательная функция, то она будет иметь, соответствующее уравнение будет иметь решение только если t принимает значение больше нуля. Да, здесь ну, знак, тут знак у меня минус, вот тут, да. Угу. Должен быть минус, и тогда там все будет в порядке. Спасибо. Поставлю сюда минусик. Значит, ну, давайте посмотрим. Ну, во-первых, значит, ситуация как у нас выглядит?
Опять можно несколько способов рассмотреть для решения этой задачи. Но давайте рассмотрим, скажем, случай, когда у нас, ну, первый способ. Пусть у нас дискриминант равен нулю, так же, как мы с вами в предыдущем случае рассматривали. Дискриминант равен нулю, тогда у нас что будет получаться? Дискриминант в этом случае давайте вычислим, посмотрим. Получается b в квадрате минус 4 на 2b и плюс 5. И в результате у нас получается b в квадрате минус 8b и минус 20. Ну и дискриминант равен нулю, это означает, что вот это выражение обращается в ноль. Для этого случая мы можем легко найти значение b1 и b2. Ну, то есть вот это уравнение квадратное решается, и у нас получается два корня. Первый корень 10, а второй корень b2 будет равен минус двойке. Ясно, что по теореме Виета легко проверить. Произведение будет равно минус 20, а сумма будет равна 8, то есть минус 8, как у нас здесь и выглядит свободный член, то есть коэффициент при b. Значит, вот при этих значениях у нас с вами дискриминант обращается в 0. Ну и мы должны проверить, какие корни для этих случаев получаются. Давайте отдельно рассмотрим первый случай, когда b1 равно 10. Если b1 равно 10, то у нас уравнение примет какой вид? Давайте сюда вот вместо b подставим 10, получается t в квадрате минус 10t, ну и здесь будет 25. 25, и это равно нулю. В результате у нас получается уравнение t минус 5 в квадрате будет равно нулю. И значение для t будет равно 5. Какой вывод? Вывод получается такой, что у нас, если b равно 10, то уравнение имеет единственное решение, причем оно положительно. Значение положительно, ну, то, что, собственно, нам и нужно. Поэтому b равное 10 нужно обязательно включить в ответ. b равное 10 в ответ. Второй случай давайте рассмотрим. Второй случай b, когда у нас b равно минус двойке. b равно минус двойке. Значит, значение здесь будет равно такое. b равно минус двойке. Мы сюда подставляем соответствующее значение. Так, минуточку, я на минутку отключу микрофон свой. Постоянно звонки у меня идут. Предупрежу. Да, значит, вот второй случай, когда b равно минус двойке. b равно минус двойке. В этом случае у нас уравнение принимает вид t в квадрате плюс 2t и плюс единица, и это равно нулю. То есть отсюда получается, что значение t равно минус единице. Какой вывод? Мы получили, что в этом случае у нас корень t равен минус единице. Он единственный, и это нас не устраивает. Так что из этого случая, когда у нас дискриминант равен нулю, мы должны выбрать только вот этот случай, когда имеется единственный положительный корень. То есть мы должны в этом случае записать, что b равно 10 нужно будет включить в ответ. Так, это у нас был случай, когда дискриминант был равен нулю. Теперь давайте рассмотрим случай b так же, как в предыдущий раз. Рассмотрим случай, когда у нас есть у квадратного уравнения, которое мы с вами рассматриваем, два корня. Один корень является положительный, а второй корень является отрицательным. То есть картиночка выглядит вот таким образом. Ну и опять
Так будем рассуждать. Опять и будем использовать графический способ. Если мы обозначим через f от t нашу функцию квадратичную, которая в левой части у нас записывается вот в таком виде t в квадрате минус bt плюс 2b плюс 5 плюс 5. Вот такая функция. Парабола, ветви параболы направлены вверх. И мы опять замечаем, что в этом случае нас интересует случай вот этой средней параболы, которая проходит одной ветвью слева, а другой ветвью справа пересекает ось иксов. Поэтому у нас получается опять условие будет выглядеть так. Значение функции в точке 0 должно быть отрицательным. Не буду больше комментировать. Легко понять, что вот это условие будет являться и необходимым, и достаточным. А это будет означать, что 2b плюс 5 должно быть меньше нуля. Отсюда мы с вами получаем, что b должно быть меньше, чем минус 5 вторых. b должно быть меньше, чем минус 5 вторых. И, наконец, последний случай, случай v, когда у нас один корень обращается в 0, а второй корень является положительным. Давайте посмотрим, будет ли этот случай в нашем варианте реализовываться. Ну, если t1 равно нулю является корнем, то отсюда следует, что при подстановке значения функции, при вычислении значения функции в точке 0 мы должны получить 0. То есть получается, что у нас 2b плюс 5 должно быть равно нулю. Ну, отсюда мы получаем для b значение минус 5 вторых. Минус 5 вторых. Ну и давайте посмотрим, как в этом случае будет второй корень выглядеть. Ну, если мы вместо b сюда подставим 5 вторых, то у нас уравнение принимает следующий вид. t в квадрате плюс 5 вторых t равно нулю. Получается, что уравнение в этом случае будет иметь один корень, как мы уже сказали, 0, а второй корень будет равен минус 5 вторых. Это нас не устраивает, потому что мы с вами ищем случай, когда есть один корень положительный. А у нас получается один корень равен нулю, а второй корень будет являться отрицательным. То есть этого случая нам не нужно рассматривать, и это значение соответствующее нас не интересует. Вот это значение мы в ответ не включаем. Так что в этом случае мы с вами получили ответ, который может быть записан следующим образом. Ответ. Значит, значения параметра b должны принадлежать лучу от минус бесконечности до минус 5 вторых и добавить еще число 10. Вот так будет выглядеть результат в этом случае. Хочу остановиться на еще одном способе решения этой задачи, но с тем, чтобы, скажем, напомнить, как у нас с вами работают другие приемы. Мы уже второй раз использовали метод геометрический для решения задачи о расположении корней. Давайте второй способ рассмотрим. Итак, второй способ решения этой же задачи, он будет состоять в следующем. У нас есть уравнение, напомню, t в квадрате минус bt равно минус 2b минус 5. И нас интересует случай, когда вот это уравнение имеет один положительный корень. Ну и видите, я уже приготовил наше уравнение к тому, чтобы использовать метод Горба. Идея этого метода состояла в том, что все слагаемые, содержащие неизвестное, мы перебрасываем в одну часть, собираем, а свободный член, который не зависит от неизвестных, мы перебрасываем в другую половину нашего уравнения. И уравнение у нас приняло вот такой вид. t умножить на t минус b будет равно минус 2b минус 5. Вот такой вид. А теперь давайте попробуем порассуждать, как в этом случае метод Горба будет срабатывать. Ну, как у нас будет выглядеть картиночка, если мы будем решать вот это уравнение графически. Мы строим график левой функции, то есть мы рассматриваем функцию g от t равную t умножить на t минус b. Графиком этой функции, естественно, у нас будет являться
парабола, ветви которые будут направлены вверх, и в зависимости от того, какой у нас будет знак, у нас соответствующим образом будет размещаться корень. Ну и давайте посмотрим ситуации, которые у нас с вами возникают. Ну, корень, давайте рассмотрим ситуацию, когда b будет у нас положительным. Случай, когда b положительный. Если b больше нуля. Как у нас будет выглядеть картиночка? Если b больше нуля, то у левой части график будет выглядеть вот таким образом. Он проходит через начало координат, парабола выглядит вот так. Второй корень это у нас b. Ну и теперь, поскольку мы решаем графически, то мы проводим прямую y равная минус 2b минус 5. То есть всевозможные горизонтальные прямые проводим вот так. И посмотрите, что же нас интересовать в этом случае будет. Нас будет интересовать случай, когда у нас что происходит? Точки пересечения вот с этой горизонтальной прямой должна быть одна положительная точка. То есть, смотрите, если мы находимся вот здесь, то точек пересечения нет в принципе, то есть нет решений. Вот в этом случае, посмотрите, мы видим одну точку пересечения положительную, то есть что вот это значение нам с вами надо обязательно поймать. Видите, если прямая горизонтальная проходит, то точка пересечения одна. Вот если я тут выше поднимаюсь, две точки пересечения и два положительных корня. Нас эта ситуация не устраивает. Я напомню, что нас интересует случай, когда есть только один корень. И, наконец, если я поднимаюсь выше, посмотрите, то одна точка пересечения будет всегда отрицательной, абсциссу иметь, а вторая точка будет иметь положительную. То есть нас этот случай будет, интересовать. Ну, давайте это запишем. Итак, если у нас b больше нуля, то у нас реализуется один из двух случаев. Ну, как обычно мы фигурную скобку рисуем. И один из двух случаев. Первый случай, когда будет один корень, когда вот эта прямая будет проходить выше оси иксов. Вот так. Тогда только одна точка пересечения будет с этой прямой. То есть это у нас с вами что должно быть? Как должно условие выглядеть? Ну, вот это значение минус 2b минус t должно быть больше нуля. Правильно? То есть получается минус 2b минус 5 должно быть больше нуля. В этом случае у нас с вами будет получаться одно решение. Вот положительное, вот оно. Дальше, если у нас с вами прямая проходит вот здесь, то тут тоже одно положительное решение. А это у нас с вами что за точка получается? Если здесь b, то здесь b пополам, и здесь значение вот этой параболы мы можем легко посчитать. То есть вот прямая должна проходить горизонтально через вершину параболы. То есть нам надо вычислить значение функции в точке b пополам. То есть минус 2b минус 5 должно быть равно значению функции вот у правой части g в точке вершине параболы, то есть в точке b пополам. И в результате у нас с вами получается здесь второе уравнение. Ну, давайте сейчас посчитаем. Если мы подставим вместо вот сюда, вместо t b пополам, то что у нас получается? b пополам, а тут будет b пополам минус b. И это у нас с вами будет минус b в квадрате поделить на 4. Итак, что же мы получили? А мы получили следующее, что если b больше нуля, то у нас реализуется один из случаев. Первый случай минус 2b минус 5 должен быть. Так, что-то меня слышно, коллеги почему-то говорят, что есть проблема. Поставьте плюсики, все ли в порядке. Слышно, да? Слышно, видно? Ага. Так, просто там какую-то запись я вдруг увидел, что... Значит, минус b минус 5, посмотрите, минус b минус 5 больше должно быть нуля, больше нуля. Ну вот я это нарисовал. И второй случай,
когда у нас прямая проходит через вот эту точку. То есть этот случай будет соответствовать уравнению минус 2b минус 5 поделить на b в квадрате поделить на 4, только тут знак минус. Минус, не знаю. Вот. Ну, а стало быть, это будет у нас с вами уже совокупность. И два случая. Первый случай b больше нуля. И второе у нас неравенство будет 2b меньше, чем минус 5. Первый этот случай. И второй случай, когда у нас b больше нуля. И здесь b в квадрате минус 8b минус 20 должно быть равно нулю. Значит, что здесь получается? Посмотрите, в первом случае b должно быть больше нуля и b должно быть меньше, чем минус 5 вторых. Минус 5 вторых. Ну, а здесь решением будет пустое множество. Тут нет решений у этой системы. b не может быть одновременно больше нуля и меньше, чем минус 5 вторых. И во втором случае у нас с вами b больше нуля, а здесь будет два корня. Один корень будет равен 10, то есть b равно либо 10, либо b равно минус двойке. Ну, легко проверить. Мы с вами когда-то вычисляли уже корни вот у этого выражения. Ну, раз b больше нуля и b больше 10, то у нас получается с вами решение будет являться b равное 10. Итак, решение вот у этой системы b равное 10. Только вот я сейчас смотрю на свой рисунок, и, наверное, я какую-то штуку пропустил. Посмотрите, если прямая проходит через ось иксов, вот это, да, то тогда у нас с вами значение тоже один корень 0, а второй корень положительный, и нас это тоже устраивает. То есть вот здесь, наверное, надо исправить и добавить значок, поставить больше либо равно. Потому что, еще раз посмотрите, если у нас прямая минус b минус 5 проходит вот так, совпадает с осью иксов, то тогда один корень 0, а второй корень получается положительным. Ну, тогда здесь вот этот знак, он везде протащится, ну и по-прежнему здесь знак неравенства у нас с вами будет меньше либо равно, чем минус 5 вторых, и эта система будет иметь, не будет иметь решения. Да, вот здесь как бы мы не учли, что возможен еще вот этот случай, когда значение вот правой части, грубо говоря, равно нулю. Прямая проходит вот так. Тогда один корень равен нулю, а второй корень будет равен b. Ну, мы еще не все рассмотрели. Это случай, когда у нас b является положительным. Теперь давайте посмотрим случай, когда b является отрицательным. Это первый случай. Второй случай. Метод Гарба реализуем для случая, когда коэффициент b отрицательный. Ну, для этого мы опять воспроизводим картинку, как в этом случае у нас с вами будет выглядеть рисунок. Ну, в этом случае у нас один корень 0 у левой части, да, а второй корень b, и b отрицательный. Значит, парабола обязательно пройдет вот так. Ветви параболы направлены вверх, потому что коэффициент при t в квадрате получается положительный, и один корень b, а второй корень 0. Вот так пойдет график функции у левой части. И мы опять графически решаем вот это уравнение. Я напомню, что метод Гарба состоит в том, что мы графически решаем вот это уравнение. В левой части у нас квадратичная функция, которая представляет из себя вот такую параболу, напоминающую горбик либо вниз направленный, либо вверх направленный. А в правой части просто константа. И мы проверяем, когда это уравнение будет иметь интересующее нас решение. А интересующее нас решение, я напомню, что у нас должен быть один корень, и он должен быть положительный. Ну, посмотрите, если я нахожусь вот здесь, то корней в принципе нет. Горизонтальная прямая. Если я прохожу здесь, то есть один корень через вершину параболы, если прямая проходит. Но он отрицательный в этом случае, он нас не интересует. Здесь получается, смотрите, два отрицательных корня. Здесь, посмотрите, один корень 0, а второй отрицательный. Нас тоже не интересует. И стало быть, нас интересует единственный случай, вот этот, потому что в этом случае у нас значение одного корня обязательно положительно, а второе обязательно отрицательное. Вот этот корень будет со значком плюс, а этот корень со значком минус. Итак, чтобы у нас с вами парабола пересекалась горизонтальной прямой
и имела один положительный корень, у нас вот эта прямая должна проходить строго выше, чем ось иксов. Значит, таким образом мы с вами получаем следующее условие, что если b меньше нуля, то вот это число должно быть строго больше нуля. То есть минус 2b минус 5 должно быть строго больше нуля. Ну, отсюда мы с вами получаем условие какое? b должно быть меньше нуля, и b должно быть строго меньше, чем минус 5 вторых. Меньше, чем минус 5 вторых. Ясно, что решением этого неравенства будет b меньше, чем минус 5 вторых. Ну и мы можем записать теперь ответ так же, как и при решении первым способом. То есть у нас получается луч от минус бесконечности до минус 5 вторых, я его записываю. И еще у нас где-то было одно значение. Вот оно, десятка. Десятка, мы его поймали, это значение, когда у нас прямая проходила через вершину параболы. Все, вот так выглядит решение этой задачи. Дальше я бы остановился, вот, да, у меня тут задач много, но у меня как-то медленно продвигается. Да, может быть, зря я однотипную начал задать. Смотрите, мне вот эта задача очень нравится. Она необычна по своей формулировке, и как она красиво сводится вот к нашим проблемам, которыми мы с вами занимались. Смотрите, задача формулируется так. Задача. Она состоит в следующем. Вот у нас есть вот такая функция y равно корень квадратный из x минус 1 плюс 2x минус 2 поделить на x минус 2. Вот такая функция. И требуется ответить на вопрос. Найти множество значений у этой функции. Найти множество значений функции y от x. Вот так выглядит это задание. Ну, иногда такого типа задачи называются задачами с псевдопараметром или такое вспомогательным параметром иногда называют. Вот здесь я хочу показать один такой интересный способ рассуждения, который нас сведет к той задаче, которую мы с вами уже умеем хорошо решать для квадратичной функции. Смотрите, как выглядит идея. Давайте корень квадратный из x минус 1 обозначим буковкой t. Пусть t это корень квадратный из x минус 1. Ну, тогда ясно, что x минус 1 это будет t в квадрате, ну и x, стало быть, будет равно t в квадрате плюс 1. Ну, теперь давайте нашу функцию попробуем записать в виде функции, зависящей от t, от нового параметра. То есть ясно, что у нас с вами значение t должно быть больше либо равно нуля заведомо. Ну и давайте попробуем записать, как будет выглядеть наша функция, если мы ее будем выражать теперь через новую переменную. В числителе у нас, смотрите, что получается. t плюс 2 умножить на t в квадрате плюс 1. Я вместо x подставил просто t в квадрате плюс 1. Минус 2. А в знаменателе получается t в квадрате плюс 1 и минус 2. В результате у нас получается функция примет вот такой вид. 2t в квадрате, если здесь раскроем скобки, приведем подобные, то мы получим вот такую функцию. Минус t в квадрате минус 1. Ну, задача немножко стала полегче. То есть к чему теперь сводится задача? Нам с вами нужно найти множество значений вот у этой функции, но на луче от нуля до плюс бесконечности. При этом t не должно быть равно единице, по всей видимости, иначе знаменатель у нас с вами обращается в ноль. То есть задача может быть теперь решена как? Значит, найти множество значений функции y, ну пусть будет теперь от t, я ее не буду название менять, равное 2t в квадрате плюс t
поделить на t в квадрате минус 1. Ну, при t, принадлежащем лучу от нуля, ну, точку единицы, наверное, имеет смысл сразу исключить, потому что в точке единицы у нас функция не определена. И от единицы до плюс бесконечности. Ну, мало ли бы не определена, в принципе, можно было множество значений искать и у этой функции. Ну, и тут, в принципе, у нас с вами аппарат производной позволит, наверное, график этой функции нарисовать в конечном итоге. Ну, может быть, для школьника это трудно, но, собственно, мы знаем, как исследуются функции. Но я хочу показать не вот это решение в лоб, не хочу строить график функции. Более того, я, смотрите, специально распечатал картиночку, где нарисован график вот этой функции, которую требуется исследовать, чтобы увидеть, какой результат мы с вами должны получить. Оказывается, график вот нашей функции, которую мы исследуем, вот этой функции, вот функцию, про которую мы с вами говорим, он выглядит вот таким образом. На всей числовой прямой, если рисовать, это я использовал GeoGebra и нарисовал в GeoGebra график этой функции. Но нас интересует эта функция только на луче от нуля до плюс бесконечности. То есть нас интересует значение функции вот на этом луче. T пробегает значение от нуля до бесконечности. Я вот тут вижу, что у меня есть асимт, это вертикальная у нашего графика, при t равном единице. Но так и должно быть, потому что при t стремящемся к единице, здесь знаменатель стремится к нулю, а значит дробь уходит в бесконечность. Причем если мы к точке единицы слева приближаемся, то мы уходим по отрицательным значениям, минус бесконечность. А если мы приближаемся справа, то здесь получается всегда у этой дроби знак положительный, и мы уходим в плюс бесконечность, вот о чем, собственно, график и говорит. А тогда посмотрите, как будет выглядеть область значения. Если у нас t пробегает вот этот полуинтервал, то у нас значение от минус бесконечности до точки 0. На оси y ведь значение функции рассматривается. Мы получим вот этот луч. А здесь, посмотрите, что происходит. При t, стремящемся к бесконечности, у нас асимт, это горизонтальная, проходит через прямую, это прямая y равная двойке. И мы с вами должны получить в множестве значений вот такой луч. То есть ответ по этому рисунку, который я для вас специально распечатал, воспроизвел, он должен быть вот таким. От минус бесконечности до нуля значение, когда вот у нас t пробегает вот этот полуинтервал, то значение меняется от минус бесконечности до нуля. Тут точка пересечения как раз через 0 проходит график функции. А если t пробегает вот тут вот дальше, посмотрите, значения функции лежат все выше вот этой горизонтальной прямой, проходящей через точку 2. То есть множество значений будет вот этот луч. Образом будет луч открытый от точки 2 до плюс бесконечности. Но это если мы угадываем. А если мы с вами решаем аналитически эту задачу, то посмотрите, какой красивый прием в этом случае можно предложить. Прием будет состоять вот в чем. Сейчас я соответствующую страничку открою. Вот обычно я для студентов, когда рассказываю лекции, то я вот здесь ставлю дорожные знаки в своем изложении во время лекции. И здесь я тоже, наверное, поставил извилистую дорогу. Знак извилистая дорога. Вот красивое рассуждение, красивая идея, она будет состоять в следующем. Посмотрите, значит, у нас с вами исследуется вот такая функция. Y равно 2t в квадрате плюс t поделить на t в квадрате минус 1. И t принимает значение у нас с вами от 0 до единицы, ну и от единицы до плюс бесконечности. Давайте обе части этого равенства умножим на t в квадрате минус 1. Тогда мы с вами что получим? t в квадрате минус 1 умножить на y равно 2t в квадрате плюс t. И тогда к чему сводится задача? Посмотрите, нам с вами нужно найти все значения y, при которых вот это уравнение имеет решением, вот такая система имеет решение, видите? То есть надо найти все значения y, при которых вот это уравнение имеет
решение при t больше либо равных нуля. Ну и t не равных единице. Но если t равно единице, если мы сюда t равно единице подставим, то к чему сведется вот это уравнение? Тут будет в левой части 0 умножить на y, а в правой части у нас с вами будет единица, то есть 2 плюс единица. Какой вывод? Ясно, что это уравнение решения иметь не будет. Поэтому нас вот этот случай заведомо не интересует. И тогда задача сводится к следующему. При каких значениях y вот эта система t в квадрате минус 1 умножить на y равно 2t в квадрате плюс t имеет, ну и t больше либо равно нулю, вот эта система имеет решение. То есть при каких значениях параметра y вот эта система имеет решение. А к чему задача сводится? Относительно t это же уравнение является квадратным, и мы с вами приходим к очень уже известному для нас, как бы к известной для нас проблеме. Значит, нам надо будет у квадратичной функции найти значение параметра t, при которых у нас с вами существует неотрицательный корень, то есть корень больше либо равный нуля. И эта задача у нас с вами решится достаточно быстро. Итак, к чему сводится задача? Ну, мы относительно t это уравнение можем записать. Оно будет вид иметь какой? При t в квадрате у нас с вами коэффициент, если мы с вами будем вычислять, он будет равен y минус 2. Ну все, вот в левую часть я переношу. Тогда здесь будет минус y и минус t, и это равно нулю. Ну вот так будет выглядеть уравнение. Наше уравнение примет вот такой вид. И требуется найти, при каких значениях параметра y вот это уравнение будет иметь неотрицательные корни. Корни больше либо равные нуля. Видите, насколько красиво задача переформулировалась, и она свелась к задаче для квадратичной функции. Итак, еще раз. Задача на поиск области значений функции, вот изначально вот этой, свелась к следующей задаче. Требуется найти значение параметра y, при котором вот это уравнение имеет неотрицательные корни. То есть существует неотрицательное решение у этой квадратичной функции. Но если доводить результат до ответа, ну давайте посмотрим, что у нас первый случай. Давайте рассмотрим случай, когда коэффициент при t в квадрате равен нулю, то есть уравнение является линейным. Если у нас с вами коэффициент равен нулю, то y равен двойке в этом случае. А тогда, если мы сюда подставляем вместо y двойку, то у нас получается t равно минус 2. И t равно минус 2 будет меньше нуля. Какой вывод? Это значение нас не интересует. То есть y не может быть равно 2. Y равное 2 не войдет в решение. В область значения функции точка 2 входить не может, потому что у нас корень в этом случае получился отрицательный. А нам нужно, чтобы корни были положительные. Второй случай давайте рассмотрим. Если у нас y больше двойки, тогда, ну, смотрите, давайте использовать метод горба. Значит, смотрите, что у нас получается. t в квадрате умножить на y минус 2 минус t равно y. Ну и нарисуем график нашей функции, график левой части. График левой части у нас с вами будет как выглядеть? Ну, если y минус 2 мы вынесем за скобку, то тут будет t умножить на t минус единицы поделить на y минус 2 в левой части. И это равно y. Если y минус 2 больше нуля, то это парабола. Ветви параболы направлены вверх. Более того, второй корень у нас получается положительный. Вот этот корень – это единица поделить на y минус 2. И график будет выглядеть вот таким образом. Это ось t у нас с вами. Значит, ось t, график функции будет выглядеть вот таким образом. Один корень t равное нулю, второй корень равен единице поделить на y минус 2. Ветви параболы направлены вверх, потому что мы рассматриваем вот этот случай, когда y больше двойки. Так, и тогда у нас с вами, помните, ситуация какая? У нас должны быть положительные корни. Должны быть положительные корни, чтобы у нас решение существовало. Ну и что у нас будет получаться в этом случае? Когда у нас будут
положительные корни возникать? Корни должны быть положительные. Значит, смотрите, если я вот здесь нахожусь, то что у нас с вами, как картиночка будет выглядеть? Значения корни есть, и они положительные. Если я выше поднимаюсь, тоже есть, тут тоже есть, тут тоже есть. Положительный корень есть, вот он. Видите, точка пересечения положительная. То есть получается у нас что? Что вот эта левая часть, ну а если внизу находимся, то корней нет, то есть нас этот случай не интересует. Итак, к чему в этом случае свелась задача? Если y больше двойки, то вот эта правая часть, про которую мы с вами говорим, вот эту правую часть, вот у этого уравнения, ну давайте я ее как-то опять обозначу, f от t будет равно t в квадрате умножить на y минус 2 минус t. То есть правая часть f от t, посмотрите, значение y должно быть больше либо равно, чем значение функции вот в этой точке. То есть f в точке, ну, а вершина параболы, раз это у нас y минус 2, то вершина параболы будет находиться в середине, то есть между нулем и y минус 2, это будет 2 поделить на y минус 2. Вот так. Значение функции в этой точке должно быть меньше либо равно, чем y. Меньше либо равно, чем y. То есть правая часть вот эта должна лежать выше, чем вот эта вот точка. Вот эту точку я ее нашел, вот это значение у нас единица поделить на y минус 2 пополам. Я нашел значение функции, и y должны лежать выше. Ну вот если мы эту систему будем с вами решать, то решение этой системы у нас сведется к неравенству, которое заведомо будет выполнено, и мы с вами получим, что вот решением будет y минус 2. Ну, это можно было и так понять. Смотрите, если y больше двойки, да, в нашем же случае y больше двойки, то прямая лежит выше двойки, видите? Может быть, я с самого начала слишком задачу усложнил. Вот тут у нас точка 2, и y у нас выше двойки. И ясно, что тогда у нас с вами обязательно будет одна точка пересечения. Очевидно, видите? Если тут у нас точка 2 и y, правая часть, видите? Правая часть выше двойки проходит. Ясно тогда, что у нас обязательно будет одна точка с положительным решением, то, что нам и нужно. Так что y больше двойки будет заведомо входить в ответ. Y строго больше двойки. Ну и второй случай нужно рассмотреть, вернее, третий случай, когда y меньше нуля, то есть меньше двойки, извините, y меньше двойки. Значит, в этом случае у нас с вами как будет выглядеть картиночка? Это у нас будет опять парабола, но ветви параболы будут направлены вниз, потому что y минус 2 отрицательная. График будет выглядеть вот таким образом, картиночка будет вот так выглядеть. Здесь этот второй корень, он в этом случае будет равен единице поделить на y минус 2. Поскольку это отрицательное значение, то корень будет находиться слева. Первый корень это t равное нулю, второй корень это вот этот корень. И опять нас интересует прямая горизонтальная, которая пересечет нашу параболу и будет пересекать, ну, абсцисса будет у этой точки пересечения положительно. Вот эти точки нас не устраивают. Почему? Потому что тут пересечение, видите, по абсциссам отрицательным происходит. Тут вообще пересечения нет. А вот если мы находимся внизу, посмотрите, то у нас обязательно точка пересечения будет иметь, одна из точек пересечения будет иметь положительное значение. И тогда, используя вот наши рассуждения в методе Горба, мы получаем следующее условие. То есть если y меньше двойки, то значение y, в правой части, посмотрите, должно быть меньше нуля. Значение y должно быть обязательно, ну и меньше нуля, да, меньше, чем точка, чем значение 0, ну и в том числе и 0, наверное, потому что если у нас с вами 0, то значение у нас получается не отрицательное, 0 же тоже входит, значение равно нулю тоже входит меньше либо равно нуля. И тогда у нас с вами получается, ну, решение сводится вот к решению этой системы, а стало быть y будет меньше либо равно нуля. И тогда мы с вами получаем ответ, который будет выглядеть так. Значения y должны быть какими? От минус бесконечности до нуля, так? Ну и где-то мы рассмотрели еще случай, вот этот предыдущий, где у нас получилось значение y должно быть больше двойки. То есть от двойки до плюс
бесконечности. Но если вернуться вот к тому графику, который мы с вами, который я для вас демонстрировал, который я только что показывал, график нашей функции, то это как раз будет соответствовать тому, что мы с вами имеем. Посмотрите, значение функции от минус бесконечности и до нуля, вот на оси y в эти значения, и от двойки до плюс бесконечности функция наша принимает. Как раз получили вот это решение. Итак, коллеги, еще раз смотрите, этот пример чем показателен? Мы, казалось бы, совершенно задачу, которая никак не связана с квадратичной функцией, с корнями квадратичной функции, мы свели вот к задаче, которая у нас с вами получилась здесь таким образом. Так, t не равно единице. Но мы с вами сказали, что t равно единице нас не интересует с самого начала, потому что в этом случае y не существует. Y не существует, так что мы ищем только случай корней, когда корни больше либо равны нулю. Мы точку 1 сразу же не рассматриваем, потому что при этом значении y просто нет. Нет смысла рассматривать это значение y. Так, значит, давайте, коллеги, я вот что сделаю. Я вам предложу еще одну задачку. Она тоже очень красиво выглядит, но решать я сегодня ее уже не буду, потому что время позднее, и я и так вас сильно задержал. Задача. Она формулируется так. Требуется найти значение параметра А, при котором уравнение вот такое: 3 умножить на х плюс а в кубе минус 3х минус а в кубе минус 4 равно нулю имеет два корня. Найти значение параметра А, при которых вот такое кубическое уравнение имеет два корня. Ну вот, если вы внимательно посмотрите, то эта задача очень красиво тоже решается, если использовать метод горба, используя соображения, которые связаны с рассуждениями, которые мы с вами использовали для квадратичной функции. Так, я на этом хочу закончить, и еще раз хочу несколько объявлений сделать. Значит, первое объявление. Следующее заседание семинара у нас состоится также в четверг, если ничего не произойдет. И мы на несколько заседаний меняем тематику и будем заниматься вопросами математической грамотности. Повторяю, что эта тема для нас сейчас является актуальной, потому что в апреле месяце, наверное, в конце марта мы узнаем, какие школы попадут под исследование международное ПИЗа, и мы к этому должны быть готовы. По крайней мере, мы должны прорешать, познакомиться с банком заданий, посмотреть, какого типа задания встречается в рамках этого исследования международного. И, может быть, попробовать потренировать детей. Более того, я думаю, что мы покажем обязательно, где есть специальные тренажеры, где можно вот такого типа задачи порешать, завести обязательно своих детей, чтобы посмотрели такого типа задачки. И, наконец, я, может быть, злоупотребляю, но, пользуясь случаем, хочу вас пригласить на курс повышения квалификации, который называется «Математекарь». Значит, давайте я еще раз его покажу, как он выглядит, и чуть-чуть расскажу. Может, я как-то заинтересую, потому что в настоящий момент пока не очень много участников из Республики Коми пришло на это мероприятие. Вдруг вас заинтересует, можете коллегам своим показать этот курс. Значит, он посвящен математическим калькуляторам, которые есть в сети. То есть формат этого курса – это тренинг. Он рассчитан на 24 часа, но на самом деле
2 недели я предлагаю для выполнения. Тренинг является авторским. Я его несколько раз прокручивал. Вот он так выглядит у нас. И я хочу сказать, что если вы начинающий учитель, который использует информационные технологии, то этот тренинг просто будет очень полезным. То есть я там показываю, как можно разные инструменты использовать для решения разных задач. Прежде всего, это Wolfram Alpha инструмент, умный сервис. Это сервисы, которые предлагает нам Microsoft, подготовки тренажеров всяких. Ну и основное содержание, конечно, посвящено GeoGebra, где очень многие задачи можно решать. Тренинг построен так. Вы просто, вот я для примера, скажем, зайду в тренинге, покажу. Значит, вы просто, вам будет предложена некая постановка задачи, то есть какие-то конкретные математические проблемы, которые будут предложены. Вы выбираете какой-то прием, и из 2 сценариев, из 3 сценариев выполняете один какой-то сценарий. Ну, вот я для примера, скажем, покажу. Вот есть некоторая формулировка, есть некий практикум, который показывает, как какие-то задачи можно решить. Вот конкретно приводится содержание, ссылочки, вы с ними знакомитесь, а затем предлагается практическое задание, в котором есть 3 сценария. Из этих 3 сценариев нужно решить любых 2. Ну, некоторые обычно люди, которые продвинуты, они все 3 сценария решают, а так вы выбираете 2 любых сценария и решаете задачи с помощью тех инструментов, которые вам предложены. Все это будет оформляться, мы с вами в виде отдельных презентаций, мы с вами будем общаться друг с другом. График работы индивидуальный, то есть онлайн мероприятий будет мало. Видеоролики отсняты, вы просто можете с этими видеоматериалами знакомиться и выполнять в свободном режиме. Ну, может быть, в выходные дни я устрою какое-нибудь такое совместное мероприятие, чтобы можно было какие-то проблемы обсудить дополнительно. Ну, вот так устроен тренинг. То есть это практическая работа, конкретные задачи вы выполняете. Ну, задачи несложные. Из этих 3 задач 2 достаточно быстро решаются, как правило. И задачи разнообразные. Так что, если у вас есть желание, но если, может быть, нет желания, то, может быть, вы просто своим коллегам обратитесь, и они посмотрят, может быть, кого-то заинтересует, заинтересуют эти материалы. Приходите. Тренинг начинается с 25 ноября и продлится до 13 ноября, то есть ровно 2 недели, может быть, чуть больше, выделяется на это мероприятие. Повторяю, работа там индивидуальная, вы будете выполнять задания, знакомиться с теми материалами, которые вам предложено посмотреть. Ну вот, как-то так будет выглядеть работа. Значит, на этом я, наверное, закрываю наш семинар. Большое спасибо вам за терпение, за присутствие. И в следующий раз, по всей видимости, мы встретимся уже в новой тематике. И я думаю, что мы с Марией Анатольевной решим, как будет построено следующее мероприятие, посвященное функциональной грамотности. И еще раз хочу напомнить, пожалуйста, приходите со своей инициативой. Что вы можете показать, особенно по вопросам функциональной грамотности. У нас опыта в республике не так много. Если вы что-то используете, какие-то методики и технологии, пожалуйста, заявитесь, покажите это всем. Это будет очень полезно. Ну, а по креативному мышлению это вообще было бы супер, если бы кто-то показал, как он работает с креативным мышлением, вот с этим направлением. Вещь абсолютно новая, потому что в ПИЗе это исследование проводится впервые. Ну, а, как известно, первым собирать только грибы хорошо. Во всем остальном это достаточно сложная процедура. Всем большое спасибо, до свидания, до новых встреч.